В этом сельском поселении проживает около 9 тысяч человек. Верхние Ачулуки за последние годы претерпели ряд положительных изменений. Здесь появились социально значимые объекты: библиотека, здание местной администрации и большой физкультурно-оздоровительный комплекс. ФОК могут посещать в день около 500 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. В 2014 году построили ФОК. По линии Единой России, партии Единой России, по инициативе было построено ФОК. До этого у нас не было никакой спортивной секции в этом селе. Даже спортивного зала нормально не было. Есть секции по боксу, кингбокс, борьба, дзюдо. Есть еще волейбольная площадка, там волейбол играет. Тут вот мини-футбольное поле, тут тоже они играют, ребята. Совсем скоро здесь появится детский сад, рассчитанный на 220 мест. Его торжественное открытие намечено на сентябрь этого года. Это яркое здание построено по типовому проекту. К слову, это второе дошкольное учреждение в селе. Первый «Солнышко» открылся еще в 2016 году. Он успешно функционирует вот уже 3 года. Раньше в селе не было садика, очень было, конечно, трудно жильцам. Построили в 2016 году. Всего в садике 220 детей. Есть очень хорошие условия: детский спортивный зал, музыкальный зал, а также сенсорная комната, оборудованная по всем стандартам. Проблем с дошкольным воспитанием и образованием в сельском поселении нет. Вопрос, как видно, решен. Чего не скажешь об общеобразовательных учреждениях. Здесь 2 школы, построенные еще в советское время и не соответствующие современным стандартам образования. Само по себе село большое, и население, конечно, с каждым годом становится все больше и больше. Поэтому школа в этом селе, она очень необходима. Данная школа построена в 1957 году. Школа находится в приспособленном здании, это не типовая школа. Дети обучаются в 2 смены у нас в школе. А всего детей 520 у нас учащихся. Конечно, острая нехватка существует посадочных мест. По словам местных властей, совсем скоро и этот вопрос будет решен. Здесь должна появиться школа на 720 ученических мест. Земля под нее уже отведена. В 2020 году мы планируем, как они планируют, построить школу на 720 мест. Как видим, места хватит на 3,5 гектара земли тут как раз хватает. Вот здесь мы хотим построить школу. Что касается духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и организации качественного досуга, то для этих целей в феврале этого года сдан в эксплуатацию новый дом культуры. Мы в этом году стараемся уже, наверное, с начала учебного года у нас будут функционировать кружки, вокальная группа, дальше хореография, значит, то же самое. Ну и разные творческие, художественные, значит, кружки тоже будут функционировать. К числу последних обновлений, кроме строительства соцобъектов, можно смело отнести и реконструкцию дорог. Около 2 месяцев назад здесь начали ремонтные работы по улице Гагарина. Результат стараний дорожников очевиден. Помощь жителям оказал меценат. Протяженность улицы 1200 метров, из которых 600 теперь с асфальтовым покрытием, а оставшаяся половина гравийная. Со всех сторон сделали съезды и установили специальную разметку и знаки. Жители очень рады таким обновлениям, особенно Ислам Бахмурзиев, который живет по Гагарина 57 лет, то есть всю свою жизнь. تحل خطش باخي بس كاش تا أبوش البالي عشان بيبوش بالي خل باخر هذا حتى تخرج مالدي هذا يسفل أبولاش عادي هذا ماش بيزا غد بخا بيرجدر قدر. Преобразование радует глаз не только жителей улицы Гагарина, но и всего села в частности. Эта улица выходит на соседнее Кантышево. Также вдоль него находится водохранилище и фермы. دوديلش вообще خلدت عبخي وز ماشين سخد вообще هلا يغاش عبخي شو يا والله أربو دور غاش وقولش هنتوا فارغتوا
В селе Верхние Отчелки сделано немало за прошедшие несколько лет, но останавливаться на этом здесь не хотят. Впереди много планов. Вслед за школой на 720 мест здесь может появиться еще одна, но уже на 500. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.